Амма ба'д, саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сегодня продолжаем серию уроков, которая у нас была по средам. И очередная тема, которая стоит на очереди, это тема превосходства некоторых сур в Коране над остальными сурами. И, иншаллах, более подробно поговорим про суру Фатиха, про ее достоинство, а также про Аятуль Курси и остальные суры. И, конечно же, на предыдущих уроках Юсуф Хазрат много говорил о достоинстве Корана, о достоинстве чтения Корана, о том, что это благородные слова, достопочтимые слова, которые ниспослал Аллах Субханаху ва Тааля своему пророку. И нет ничего лучше и величественнее, чем эти слова, которые в Коране. И поэтому, альхамдулилля, мы все это с вами прослушали, узнали, так ведь? И теперь мы это знаем. Но нужно сказать, то, что мы с вами читаем в Коране, и то, что мы с вами изучаем некоторые аяты и так далее, нам Аллах Субханаху ва Тааля приказывает, чтобы мы размышляли над этими аятами. Чтобы мы думали, размышляли, пытались извлечь оттуда множество разных польз, множество разных выводов, хукмов. И поэтому чтение Корана с размышлением, с разумением, это то, что от нас требуется. И нужно сказать, то, что Коран сам по себе, это, конечно же, слова Аллаха Субханаху ва Тааля. Это не слова пророка Мухаммада, как некоторые невежественные мусульмане представляют, некоторые из них, например, которые далеки от мечети, к сожалению, которые мало что вообще знают о религии ислам. Если у них начинаешь спрашивать про Коран, они так и заявляют, Коран это же, говорит, Мухаммад написал, это же Мухаммада слова. Нет, это слова Аллаха Субханаху ва Тааля. Это не слова ни пророка Мухаммада, это не слова ни ангела Джабраиля. Ангел Джабраиль лишь выполнял функцию, он передавал все те приказания, запреты, а также аяты из Корана от Аллаха к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. И это не слова какого-то законодательного органа, какого-то депутата, какого-то мудреца. И поэтому это слова Аллаха. И иногда, к сожалению, мы можем испытывать некоторую неприязнь именно к некоторым аятам. Нам могут они не нравиться. Они могут терзать наше сердце, наш разум. Иногда мы испытываем какой-то дискомфорт, но в такие моменты всегда мы должны напоминать самим себе, что это слова Аллаха Субханаху ва Тааля. Это слова Господа миров. Это не выдумал человек. Это сообщил нам Аллах Субханаху ва Тааля, Создатель. И поэтому об этом нужно помнить. Потому что у нас же, как с самого детства практически, с самой школы, нам постоянно, рассказывают, нужно критически мыслить, нужно все подвергать сомнению и так далее, Нас постоянно приучали к этому. Любую книгу, которую ты открываешь, ты должен сначала задуматься, а прав ли автор, а возможно он все, что написал, это неправильно и так далее, Это все может относиться к словам людей, простых людей. Однако, когда мы читаем Коран, мы должны, все, что мы прочитаем, все, что мы увидим, все, что мы услышим в этом Коране, все это мы должны принимать и во все это верить. И поэтому вера мусульманина заключается в том, что он верует в каждую букву, которая ниспослана в Коране. И, к сожалению, ученые говорят, ученые говорят, что если мусульманин, к своему невежеству, или же к своему незнанию, или же по иным причинам, станет отвергать хотя бы один аят из Корана, станет отвергать хотя бы одно слово и скажет: нет, этого слова здесь не было, здесь должно было написаться что-то другое и так далее, Если он это будет делать осознанно, то это для него грозит даже потерей веры. И поэтому слова Аллаха Субханаху ва Тааля, достопочтимый Коран, это для нас необычная книга. Это величественная книга.
И когда мы ее читаем, мы во все должны уверовать. Понимаем мы это самим нашим разумом или же не понимаем, видели мы это в своей жизни или же не видели, да, то во все мы это должны уверовать во все, что сообщил Аллах Субханаху ва Тааля. И ученые говорят, то, что Аллах Субханаху ва Тааля сообщает нам в Коране, все эти слова, они делятся на два вида. Первый вид – это повествование. Когда Аллах Субханаху ва Тааля сообщает нам о чем-либо, да, как они говорят, то, что это хабар, да, то, что Аллах Субханаху ва Тааля передает нам сообщение, передает нам повествование о тех людях, которые жили до нас, что происходило с Адамом, алейхиссалям, что происходило с пророками. То есть все эти люди, и в том числе и пророки, они все уже покинули этот мир. Они все уже умерли давным-давно. И поэтому, когда мы в Коране читаем все, что происходило до нас, в Коране мы читаем, как Аллах Субханаху ва Тааля повествует о самом себе. Аллах в Коране говорит: «Куль ху Аллаху ахад», скажи, Он Аллах един, Аллаху самад, Аллах самодостаточный. То есть Аллах Субханаху ва Тааля сообщает нам о себе то, что мы до этого не знали. Аллах Субханаху ва Тааля повествует нам в Коране об рае, об аде, да? Мы не видели и не знали, что это такое, но Аллах Субханаху ва Тааля в Коране нам это описал. И поэтому подобные повествования, их множество в Коране. Это первый вид. Второй же вид, ученые говорят, это инша. Когда Аллах Субханаху ва Тааля не посылает приказы и установления, приказы и запреты. Аллах Субханаху ва Тааля в Коране не послал приказ совершать молитву в строго определенное время. Аллах Субханаху ва Тааля приказал нам, когда мы увидим наступление месяца Рамазан, поститься. Аллах Субханаху ва Тааля в Коране нам запретил хамр, запретил зина и иные греховные деяния. И поэтому, если делить тематически, то вторая часть Корана, она состоит из приказов и запретов, установлений, законов и так далее. И поэтому это вот, как сказать, ученые разделяют именно по темам, по направленности содержания Корана. Также ученые говорят, то, что Аллах Субханаху ва Тааля не спаслал книгу Коран пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. И Коран содержит суры, 114 сур, все мы знаем, да? Но некоторые суры, они превосходят остальные суры. Они превосходят друг друга не из-за того, что у них разные, то есть разные люди или разные там существа, которые об этом нам сообщают. Нет. Все суры нам Аллах Субханаху ва Тааля сообщил. Через Джабраиля, ангела Джабраиля, пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть все это нам рассказал Аллах Субханаху ва Тааля. Это все слова Аллаха. Но когда Аллах Субханаху ва Тааля повествует в какой-либо суре о себе, или же о каком-нибудь важном, величественном действии, и в другом аяте, когда Аллах Субханаху ва Тааля повествует, например, о фараоне, об Абу Лахабе, например, да, то эти суры, эти аяты, они превосходят друг друга. И поэтому ученые сказали, слова Аллаха «Куль ху Аллаху ахад», сура Ихлас, она превосходит суру Таббат, суру Масад, «Таббат яда аби лахаби ва таб», да пропадет Абу Лахаб, да отсохнут у него руки. Понимаете? Это аяты из Корана. Это из слов Аллаха Субханаху ва Тааля. Но первое по своей тематике, что оно означает? Оно повествует об Аллахе, оно по своему достоинству превосходит, чем то, что сообщает Аллах Субханаху ва Тааля о враге ислама, о враге пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, об Абу Лахабе. И поэтому вот это вот превосходство, это ни в коем разе не говорит о том, что тот аят, который другой аят превзошел его, да, то, что теперь этот аят как бы не имеет достоинства и так далее. Нет. Это все одинаково является священной книгой Аллаха Субханаху ва Тааля. И мы, читая эти аяты, получаем награду от Аллаха, инша Аллах. И эти же аяты мы используем в намазе, читаем в намазе, да? Но некоторые аяты, они заслуживают по своей теме еще большее место, чем иные аяты в Коране. И поэтому, уважаемые братья,
Аллах Субханаху ва Тааля обособил некоторые суры в Коране. Некоторые суры, они отличаются от других. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, нам об этом сообщает и говорит, то, что самая наилучшая сура в Коране – это сура Фатиха. Слово Фатиха означает как открывающая. Фатиха, да? Почему открывающая? Потому что когда мы открываем Коран, то первые суры, которые мы читаем в Коране, это сура Фатиха. Открывает нам книгу. Первая сура, которая начинается в начале Корана, и эту суру мы читаем в намазе, это Фатиха. Фатихатуль китаб, открывающая книгу. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, то, что Аллах превознес эту суру над остальными сурами, суру Фатиха, и сказал то, что ни в Таурате, ни в Торе, ни в Инджиле, ни в Библии, ни в Забуре, ни в Псалтире, и даже в Коране нет ничего похожего на эту суру. То есть в предыдущих 3 священных книгах, которые Аллах Субханаху ва Тааля не спосылал пророкам Мусе, Аисе и Дауду, да, а также в самом Коране нет ничего похожего на суру Фатиха, И также он сказал, то, что сура Фатиха является матерью Корана, началом Корана, потому что Уммуль Коран, слово оно переводится на русский язык как мать, да, но у него есть множество других смыслов. Начало, основа, из чего начинается. И поэтому мать Корана, начало Корана, да, основа Корана, все это подходит под суру Фатиха. И сейчас мы, иншаллах, в дальнейшем об этом будем говорить. И также сообщается в сборнике Сунан ат-Тирмизи со слов Абу Гурайры, да будет доволен им Аллах, то, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пришел к Убей ибн Каабу. Убей ибн Кааб – это сподвижник, ансарий, который принял ислам, уже будучи ансаром, уже жителем Медины. Да? И Убей ибн Кааб отличался от остальных сподвижников тем, что он очень любил Коран читать, и его голос очень был красивым. Он был чтецом Корана, знаменитым чтецом. И он был один из тех, от которого распространялись знания. То есть, мы раньше уже об этом говорили с вами, так ведь? То, что даже сподвижники, они отличались друг от друга. Кто-то из них больше знающим был, кто-то из них менее знающим был, как и все мы. То есть, мы не все, не под одну гребенку, да? Все мы различаемся, у нас у всех есть свои способности, кто-то больше в математике, кто-то больше, допустим, каких-нибудь иных гуманитарных науках и так далее, да? И поэтому, и в том числе и сподвижники. Кто-то из них был больше знающим, кто-то из них менее знающим. И, как сообщают нам таби'ины, говорят, то, что знания, все знания, они были заключены в 6 сподвижниках, в 6. Умар ибн Хаттаб, Али ибн Абу Талиб, Абдуллах ибн Мас'уд. И среди этих 6 был и Убей ибн Кааб. И дальше нам сообщают, то, что Абдуллах ибн Аббас, несмотря на то, что он был родственником посланника Аллаха, он был юнцом во время пророка Мухаммада, и за него пророк Мухаммад делал дуа. Несмотря на это, большую часть своих знаний он получил от 3 людей. Зейд ибн Табит и Убей ибн Кааб, и 3, которого я забыл. Да? Вот. От этих 3 сподвижников большую часть своих знаний он получил и вот именно от этих сподвижников. Значит, Убей ибн Кааб обладал большими знаниями. Он был носителем Корана. Он заучил его наизусть и очень красиво его читал. И он еще при жизни был записывающим Коран за посланником Аллаха. То есть он красиво писал, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, доверил ему вот это вот важное задание записывать слова Аллаха, субханаху ва тааля, чтобы они не забыли, чтобы они не ушли, да? И он был писарем посланника Аллаха, саллаллаху алейхи, писарем Корана. И также Убей ибн Кааб, чем он нам известен? То, что молитва Тарауих, первым, кто начал читать молитву Тарауих с джамаатом на постоянной основе, да, это был Умар ибн Хаттаб. И он, то есть пророк Мухаммад сам тоже он читал Тарауих, но это было непродолжительно. 2-3 дня, потом он прекратил совершать в коллективном виде намаз Тарауих, боясь, что эта молитва станет обязательной для мусульман. И затем уже во времена Умара ибн Хаттаба он объединил всех мусульман
в мечети под одним имамом в коллективном намазе, да, и имамом кого поставил? Имамом поставил именно Убайя ибн Кааб, этого сподвижника. И он, начиная с времени ясту намаза, иша намаза, до наступления рассвета, проводили в таравих намазе. И поэтому этот сподвижник, он очень уважаемый сподвижник, да, один из, как сказать, господ среди сподвижников. И поэтому некоторые хадисы связаны непосредственно с ним. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, пришел к Убей ибн Каабу и сказал: «О Убей!» А в то время Убей ибн Кааб читал намаз. Совершает намаз в сторону киблы, да, и полностью погружен в молитву. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, видя то, что он в намазе, сказал: «О Убей, ответь мне!» То есть взывает к нему. И Убей ибн Кааб в молитве повернулся к нему, посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи, ничего не ответил и продолжил молитву, но уже сократил ее. Недолго читал, очень быстро прочел, да, сократил. И после того, как он завершил молитву, он пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: «Салямун алейк, ассаляму алейка, я Расуль Аллах». Поприветствовал посланника Аллаха, саллаллаху алейхи, и посланник Аллаха ответил на его приветствие: «Ва алейка ассалям», и затем сказал: «О Убей, что же тебе запретило, да, ответить на мой призыв, когда я тебя призвал? Почему ты мне не ответил?» И тогда Убей ибн Кааб сказал: «О посланник Аллаха, я же был в молитве, я же был в намазе, как я могу тебе ответить?» И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, сказал: «Разве ты не слышал, что Аллах субханаху ва тааля не спаслал мне, где он говорит: «Истаджибу лилляхи валир-расули идha да'акум лима юхьикум». Отвечайте на призыв Аллаха и посланника, когда они к вам взывают о том, что вас оживит. Что вас оживит. И в этом аяте подразумевается: отвечайте призыву Аллаха и призыву посланника, когда они взывают к вам, повелевая вам что-либо. Когда объясняют вам дела вашей религии, основы вашей религии. Да? Ученые так комментируют вот это вот слово «оживлять». То есть то, что вас оживляет, то есть то, что вас сделает счастливыми в ахирате, в вечной обители. И тогда Убей ибн Кааб сказал: «Да, посланник Аллаха, я хочу ответить на твой призыв, и я больше так не буду делать. То есть в следующий раз, если ты меня застанешь в молитве, я отвечу тебе». И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, продолжает и сказал: «Хочешь ли ты, чтобы я обучил тебя суре, которой не было ни в Таурате, ни в Инджиле, ни в Забуре и даже в Коране?» То есть подобной суры не было. И тогда Убей ибн Кааб говорит: «Да, о посланник Аллаха». И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, говорит: «Что ты читаешь в молитве? Что ты читаешь в своем намазе?» И тогда Убей сказал: «Я читаю мать Корана, начало Корана, то есть суру Фатиха». И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, сказал: «Клянусь тем, в чьей длани моя душа, ни в Таурате, ни в Инджиле, ни в Забуре и даже в Коране не было ниспослано ничего подобного этой суре. Она содержит 7 великих аятов и величественный Коран, который был дарован мне». И вот здесь вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, указал на достоинство этой суры, сура Фатиха. Вот, то есть прямыми словами, то, что подобной этой суре нет ни одной суры, ни в Коране, ни в предыдущих 3 священных книгах, которые не спосылались пророкам. И вот это вот, конечно же, является показателем превосходства этой суры над всеми остальными сурами. И поэтому мы и про аятуль курси тоже будем говорить, иншаллах, чуть попозже. Да? И иногда кто-то путается и говорит: что самое величественное в Коране, какая сура? И он путает суру с аятом и говорит, да, то, что это аятуль курси. Нет, самый величественный аят – это аятуль курси. А самая величественная сура – это сура Фатиха. И в сборнике Сахих аль-Бухари также сообщается, что подобная же история произошла с другим сподвижником, Абу Саид ибн аль-Муалля. И говорят, то, что и с ним тоже это произошло. Как бы там ни было, то, что, возможно, это 2 разные истории, которые повествуют нам одно и то же, повествуют нам о достоинстве этой суры.
И также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, сообщается со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи сказал: «Уммуль Кур'ан», начало Кур'ана, мать Кур'ана, это 7 величественных аятов и величественный, и благородный, величественный Кур'ан. И вот здесь вот, уважаемые братья, если мы сочетаем суру Фатиха, да, Бисмиллахи ар-Рахмани ар-Рахим. Ну, некоторые ученые, конечно же, говорят, то, что она не является частью суры Фатиха. Другие же говорят, то, что является частью суры Фатиха, да. Но если сказать то, что Бисмилля является частью суры Фатиха, как раз таки будет и 7. Бисмиллахи ар-Рахмани ар-Рахим. Альхамдулиллахи раббил алямин. Ар-Рахмани ар-Рахим. Малики яумиддин. Ияка на'буду ва ияка наста'ин. Ихдинас сиратал мустаким. Сиратал лазина ан'амта алейхим. Гайрил магдуби алейхим валаддаллин. 7 аятов, да? И почему, в чем мудрость, почему посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал то, что мать Кур'ана, сура Фатиха, это и есть 7 величественных аятов. Потому что все эти 7 аятов, они все содержат в себе такие огромные смыслы, которые в Коране потом, да, полностью истолковываются, даже, если так можно выражаться, разжевываются в остальном Коране. То есть все, что было упомянуто в суре Фатиха, в каждом из аятов в общем виде, дальше в остальных сурах и аятах истолковывается и подробно рассказывается все те маленькие детали, в которые вобрала в себя эта самая сура Фатиха. И поэтому нужно помнить об этом, то, что сура Фатиха, она является обладательницей 7 величественных аятов. Следующее достоинство суры Фатиха, то, что без суры Фатиха молитва будет неполной. Молитва будет неполноценной. И даже некоторые ученые сказали, молитва вообще не будет действительной. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в одном из своих хадисов сказал: тот, кто совершит намаз, в котором не будет читать суру Фатиха, уммуль Кур'ан, мать Кур'ана, да, то его молитва будет неполной. И повторил это 3 раза. فهي خداج غير تمام. Что в переводе означает: она будет неполной, она будет неполной, она будет неполной, несовершенной. И вот этот вот хадис всем нам указывает то, что когда мы, допустим, обучаем наших детей, или же обучаем какого-нибудь человека, который не знал, как читается Коран, как читается намаз, как совершается намаз, да, который только-только встал на намаз, ему обучить, мы должны обучить то, что сура Фатиха – это очень важная часть молитвы. Важная часть молитвы, и ты должен, обязан читать эту самую суру в Коране, не забывать. И даже у нас в ханафитском мазхабе чтение суры Фатиха является ваджибом. Что такое ваджиб? За оставление ваджиба человек получает грех. И будет порицаться, и, быть может, подвергнуться наказанию Аллаха субханаху ва тааля. И в других мазхабах есть некоторые ученые, не все, но некоторые говорят, то, что если даже суру Фатиха не прочитаешь, намаз вообще не действителен. Должен перечитать и прочитать в нем, в этом намазе, суру Фатиха. И поэтому, уважаемые братья, это опять-таки призыв всем нам, да, чтобы мы эту суру заучили хорошенько, обучили ее, наших детей, да, наших детей. А также, если кто-то у нас спрашивает, как совершается намаз, помоги мне и так далее, да, то мы должны ему также объяснить важность чтения суры Фатиха в молитве. Не забывать читать полноценно и так далее. И этот хадис имеет продолжение. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Аллах, сказал Всевышний Аллах: я разделил молитву между мной и между моим рабом на 2 части. И моему рабу будет даровано то, что он будет не спрашивать. И когда мой раб скажет «Альхамдулиллахи раббил алямин», да, что в переводе означает «вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров». Аллах скажет, да, «мой раб восхвалил меня». И когда он скажет «Ар-Рахмани ар-Рахим»,
милостивый и милосердный. Аллах скажет: прославил меня мой раб мой. И после этого молящийся скажет: Малики яумиддин, властелин, владелец дня воздаяния, царь дня воздаяния. И тогда Аллах скажет: превознес меня раб мой. И затем молящийся скажет: Ияка на'буду ва ияка наста'ин. И лишь тебе мы поклоняемся, и лишь у тебя мы спрашиваем защиты. И тогда Аллах Субхану ва Тааля скажет: это между мной и между моим рабом. И моему рабу будет даровано то, что он будет спрашивать. И затем молящийся скажет: «Ихдина сираталь мустахим», и веди нас прямым путем, «Сираталь ладина ан'амта алейхим», путем тех, которых ты облагодетельствовал, «Гайриль магдуби алейхим», кроме тех, на кого пал гнев, да? Гнев Аллаха подразумевается, «Валяддаллин», и кроме заблудших. И тогда Аллах Субхану ва Тааля скажет: «Хаза ли абди ва ли абди ма сааль». И это, говорит, будет дано моему рабу, и будет даровано, то есть это для моего раба, и моему рабу будет даровано то, что он просил. И поэтому, уважаемые братья, вот, субханаллах, этот хадис в себе содержит столько смыслов, да, и столько радостей для верующего, о которых мы даже повседневно, совершая намаз, читая суру Фатиха, мы забываем об этом. И человек сам по себе, он создание Аллаха, который забывает. Насия, да? Говорят то, что слово инсан произошло от глагола насия. Слово инсан, человек, произошло от глагола забывать. И он забывает. И вот подобные радости Аллаха, подобные благие вести от Аллаха Субханаху Тааля, помним ли мы, когда мы совершаем намаз? Задумаемся ли мы вообще над этим? Вот иногда, я не говорю, что это специально делаю, да, но иногда попадается так, то, что видишь, как какой-нибудь брат намаз совершает, да, и он, стоя в мечети, так быстро делает намаз, я вообще удивляюсь, он вообще суру Фатиха прочитал или нет? А если даже прочитал, он вообще задумывался или нет, да? А ведь еще помимо суры Фатиха в намазе нужно же еще прочитать еще какую-то другую суру. Потом еще нужно зикры делать, да, в руку, в саджда, нужно ат-тахият прочитать. Я как не говорю то, что я специально это делал, но иногда прям попадается на глаза и удивляешься, как так вообще возможно все это прочитать так быстро, да? И поэтому каждый из нас, и в том числе я самому себе в первую очередь это говорю, да, мы должны всегда, когда читаем Коран в намазе, и особенно суру Фатиха, если мы вот этот вот хадис будем держать перед собой, я не думаю, то, что вы, если будете думать об этом хадисе, то, что вас что-то другое будет отвлекать. Кому нужен какой-то магазин, какой-то автомобиль, жена, дети там и так далее, когда Аллах Субхану ва Тааля говорит: и моему рабу будет даровано то, что он просит, то, что он просит. Кому вообще это нужен какие-то мирские вещи? Когда мы читаем суру Фатиха в намазе, когда мы восхваляем Аллаха Субхану ва Тааля, и Аллах видит это и говорит: мой раб восхвалил меня, мой раб превознес меня. Кому нужны остальные вот эти вот мирские радости? И поэтому, если бы мы, каждый из нас, думали хотя бы об этом хадисе, в пятикратной молитве, которую мы совершаем в день и ночь, я думаю, наша молитва в своем качестве, она стала бы намного лучше, намного важной, да, и мы в намазе, в молитве были бы намного смиреннее. И поэтому, уважаемые братья, очередное достоинство суры Фатиха заключается в том, что эту суру мы читаем в намазе как минимум 17 раз. И в этой суре, при чтении этой суры, Аллах Субхану ва Тааля, иншааллах, если она будет совершена искренне, Аллах Субхану ва Тааля обещает нам свою величественную награду. Также ученые сказали, почему сура Фатиха является матерью Корана, Коран, Китаб, матерью книги, основой книги. Ученые сказали, потому что все, что помимо суры Фатиха, является толкованием для самой суры Фатиха. В суре Фатиха все общими словами, все это было указано, все 7 аятов,
а затем все смыслы, которые вобрали в себя эти 7 аятов на протяжении 600 страниц, на протяжении всех остальных 113 сур, они подробно нам всем рассказываются. И поэтому, уважаемые братья, Аллах Субханаху ва Та'аля в этой суре сообщает нам о себе, приказывает нам поклоняться Аллаху Субханаху ва Та'аля, а также сообщает нам, что нас ждет, да, из мира будущего, из ахирата, да, что нас ожидает, а также Аллах Субханаху ва Та'аля предостерегает нас. И поэтому эта сура, конечно же, она обладает очень большими смыслами. И также в книге Мадариджус Саликин говорится, автор книги говорит: «И знай же то, что эта сура содержит главные возвышенные требования». И самым совершенным образом, и самым явным и ясным образом эта сура содержит в себе все эти призывы и требования. Во-первых, говорит, эта сура содержит определение Аллаха. То есть Аллах Субханаху ва Та'аля рассказывает и говорит о себе. И в маленькой, коротенькой суре, сура Фатиха на самом деле небольшая, она очень маленькая, да? В этой суре Аллах Субханаху ва Та'аля знакомит нас со 3 своими именами. Аллах, Ар-Раб, Ар-Рахман. Все это имена Аллаха Субханаху ва Та'аля. И также в этой суре Аллах Субханаху ва Та'аля дает нам основу того, что поклонение требуется только лишь одному Аллаху Субханаху ва Та'аля. И никому другому наряду с Аллахом. Также Аллах Субханаху ва Та'аля в этой суре повествует то, что Он является Господом. Он является Создателем всего. Он является властелином всего. Он является Царем всего. И также в этой суре содержится то, что Аллах Субханаху ва Та'аля обладатель милосердия, обладатель милости и милосердия. И также Аллах Субханаху ва Та'аля в этой суре подтверждает все те пророчества, которые касаются судного дня. То есть пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, пророк Мухаммад и остальные пророки, они увещевали свои народы, и пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, все человечество, что нас ожидает перед судным днем, во время судного дня, после судного дня, да, и все это, как сказал этот ученый, да, все это подтверждается, все эти пророчества, все они подтверждаются словами Аллаха: «Малики яумиддин», царь, владелец дня воздаяния. Дня воздаяния, когда каждому человеку воздастся то, что он совершал в судный день, и каждый человек будет отвечать за свои деяния. И также нужно сказать, да, то, что эта сура, к сожалению, да, множество мусульман очень небрежны к этой суре, очень невнимательны к этой суре. Когда читают суру Фатиха, вот кто, грубо говоря, кто заморачивался со всеми правилами таджвида при чтении этой суры? К сожалению, но это так. Многие мусульмане не тянут там, где нужно тянуть 6 раз. В самом конце суры там есть мад, который нужно обязательно тянуть 6 раз. Гайриль магдуби алейхим уля-даллин. Кто из людей, кто из верующих задумывался, сколько раз я протянул? Там же необходимо 6 раз тянуть по правилам таджвида. И именно таким образом ее посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, читал. А я сколько раз ее протянул? 1 раз, 2 раза, 3 раза. Произношение букв. Когда мы читаем эту самую суру, да, вот среди татар я не замечал, но когда вот встречался с среднеазиатами, особенно вот жители Афганистана, Пакистана, вот, которые вот приезжают на хадж, на умру, да, у них распространена такая ошибка, они букву дат произносят как «з», да? Они, например, говорят «гайриль махзуби галейхим». Махзуб. Вместо магдуб «гайриль махзуби алейхим уля-заллин» говорят, да? То есть я понимаю то, что всем нам тяжело произносить букву «дат», потому что это единственная буква, которая присутствует в арабском языке. В иных языках нету этой буквы. И понимаю то, что нужно приучиться к этой букве, стараться произносить ее правильно, да? Но кто-то не хочет стараться, просто берет ее и заменяет на ту букву, которая есть в его языке, буква «з», да? Зачем стараться, зачем париться, да? Можно же просто «гайриль махзуби алейхим уля-заллин», да? И поэтому это печально, это неправильно, что мы не стараемся улучшить хотя бы чтение суры Фатиха.
Я не говорю про чтение всего остального Корана, хотя бы сура Фатиха. Почему? Потому что именно суру Фатиха ты как минимум в 17 раз в день повторяешь. В молитве. Это только фарзы. Если еще и суннаты к этому добавить, да, еще больше получается. Понимаете? И поэтому даже вот во многих кружках по заучиванию Корана, где готовят Коран хафизов, да, даже если ты, допустим, там дома там проштудировал, заучил Коран наизусть там, и так далее, ты там обладатель такой хорошей супер памяти, да, ты долгое время провел, чтобы заучить Коран, и ты приходишь к какому-нибудь шейху, обладателю иджазы, авторитетному знатоку Корана, которому ты хочешь прочитать весь Коран полностью, да, без единой ошибки, чтобы получить у него какое-нибудь подтверждение, иджазу, да, это называется иджаза, что ты прочитал Коран ровно таким образом, как он был ниспослан пророком Мухаммаду, саллаллаху алейхи. И что делает этот авторитетный знаток, этот шейх, знаток Корана? Что он делает? Он говорит: читай суру Фатиха. Начинаем с самого начала. Суру Фатиха читаешь мне без ошибок, без единых этих, и лишь потом мы продолжаем к остальным сурам. Понимаете? То есть даже такие большие знатоки, они также начинают именно с суры Фатиха. Прочитал суру Фатиха правильно, с произношением правильно всех самых букв, с выполнением всех самых правил, переходишь к другой суре. Иначе не переходишь. Штудируешь именно суру Фатиха, произношение, зикры, таджвид и так далее. Понимаете? И поэтому это относится и ко всем нам, потому что, как бы, ну, к сожалению, мы не являемся хафизами, да, и не достигли этой величественной степени, да, но все равно это не должно нас останавливать, там, булмады инде, нельзя так говорить, да. Хотя бы суру Фатиха мы должны научиться правильно ее произносить. Именно буквы, мадды, где что как тянется. Потому что это является самой наилучшей сура, и это сура, которая читается во время намаза. И напоследок хочу сказать, да, также ученые говорят, то, что сура Фатиха, она содержит в себе ответ каждому заблудшему, сбившему с прямого пути человеку. Сура Фатиха содержит в себе прямые и ясные указания каждому человеку, который отклонился от истины. Мы любой вопрос можем истолковать, исходя из суры Фатиха. И сура Фатиха укажет нам на истину. И тут ученый сказал, ты, говорит, любые знания, которые были ниспосланы от Аллаха, субханаху тааля, и любые проблемы, которые касаются сердца человека, да, деяния сердца, и как излечивать сердце от болезней именно со стороны духовных болезней, да, как излечить от духовных болезней, все это, говорит, ты найдешь в открывающей книге. В открывающей книге, в суре Фатиха, и поистине, говорит, сура Фатиха является ко всему этому ключом. И вот на одних из прошлых уроков говорилось, да, то, что даже суру Фатиха сподвижники читали как рукья, чтобы излечить человека, который болел чем-то, да, и он даже был не мусульманином. То есть пророк, сподвижник прочитал суру Фатиха и поплевал на это место, и он, по милости Аллаха, излечился. И поэтому даже просто чтение суры Фатиха, в этом есть польза для нашего тела. Не только для нашей души, не только для нашего сердца, но даже для нашего тела. И поэтому часто бывает, да, вот у всех у нас есть дети маленькие, допустим, да, иногда бывает то, что делают им с глаз, да, не восхваляют Аллаха, когда хвалят этого ребенка там, и так далее. И иногда мы чувствуем то, что есть с глаз, да, или же еще что-нибудь, да. И вот в таких ситуациях читаем, конечно же, суру Фатиха. Читаем суру Фатиха, и по милости Аллаха она излечит этого ребенка от сглаза, и, иншаллах, будет исцелением также и для тела человека. И поэтому пусть Аллах субханаху тааля дарует нам благо путем чтения этой суры, и пусть Аллах субханаху тааля дарует нам полезные знания, которые почерпнуты в этой суре, в суре Фатиха, и пусть Аллах субханаху тааля дарует нам исцеление этой суры от всех бед и от всех болезней. И на этом остановимся, иншаллах, дальше уже
будет продолжать Хазрат. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.